Рустам Ильич, Татарстан у нас традиционно на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы. Тем не менее, в таком большом хозяйстве, которое под вашим руководством находится, не может не быть каких-то проблемных вопросов, таких, над которыми надо еще работать, или таких, которые еще не решены на должном уровне. Может быть, с них и начнем? На что хотели бы обратить внимание? Большое спасибо за возможность доложить. Я хотел бы по поддержке специальной военной операции, эта тема для нас, для всех, она самая важная. И, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, вот в части поддержки специальной военной операции. Почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока еще мы не можем там полную силу работать. Наши 2 батальона, Алга и Темир, они находятся уже в зоне. Большая поддержка идет по гуманитарной помощи, почти 2000 тонн гуманитарной помощи, значительная часть которой идет в Лисичанск, где мы отвечаем. Также полностью мы знаем, что нужно делать в Лисичанске, как только у нас будет такая возможность, но хотя уже по ряду объектов работу мы начали. И что касается работы наших врачей в этой зоне, организации питания для людей, эти вопросы организованы. Алга, значит, вперед. Алга, вперед, да. Тимир – это железный. Концерты, мероприятия, встречи, значит, и самое главное, вот семьи поддерживаем. Семьи, дети, горячие линии организованы. Все, что необходимо. Ну и у нас вот герои, 6 героев, 3 из них погибли, значит, и 52 наших выходцы из Татарстана награждены орденом мужества. Мы очень чтим, выполняем, те люди, которые... Не забывайте, ребята. Ни один не забыт, все потребности, погибшие, к сожалению, они тоже есть. Мы каждый случай очень серьезно относимся к этим задачам. Что касается общественно-политической ситуации, здесь ситуация стабильная. Есть, конечно, вот вопросы по демографии. По демографии вот эта пандемия нас отбросила, но мы выйдем на продолжительность жизни 72,8, было 71,3. Ну и вот 3 года мы упали, у нас минусовой баланс, родилось, умерло. Но вот тихо-тихо выправляем. Я думаю, что медицина сейчас заработала. Все эти вопросы мы тоже держим на контроле. Вообще по переписи мы вышли за 4 миллиона человек. До пандемии были в положительном балансе. Хотел бы коротко доложить о социально-экономическом развитии. Да, пожалуйста. Здесь. Но самое главное, валовый региональный продукт у нас 3 триллиона 760 миллиардов рублей, а по объему промышленной продукции рос 105,9%, где-то почти 4,8 триллиона рублей. В прошлом году мы генерировали всех видов налогов 1 465 000 000. Планируем, чтобы уровень сохранить, будем стараться, пока и объемы промышленного производства, и инвестиции. Самое главное, инвестиции в основной капитал. Да, вот 774 миллиарда рублей. Тоже с ростом. Там просто розничная торговля, она, понятно, она объяснима, немножко упала. В основном строительство, сельское хозяйство,
115%, строительство 8%. Структура экономики меняется тоже. Структура экономики меняется, да, больше растет. переработка, обрабатывающая промышленность. Доля несырьевого экспорта почти в 2 раза. Да, увеличилась, потому что мы нефть продавали, сейчас продаем нефтехимии, продаем продукцию, которая получается после переработки. Но иностранные инвестиции немножко упали, но инвестиции в основной капитал мы сохранили. Но основная наша это нефтяная промышленность, 35,8 миллионов тонн, в том числе где-то у нас 20% из добычи это малые компании. Да. Значит, почти 24 миллиона тонн мы уже перерабатываем. У нас 2 комплекса, Танака и Таифенко. Ну и сейчас Сибур пришел к нам, Нижнекамск, Нефтехим, Казань, Оргсинтез, ТГК-16, они вошли в Сибур. Таиф стал акционером Сибура. Значит, тоже с командой Сибура нормально, созидательно работаем. Они обменялись активами, да? Они часть деньгами, часть акциями, да. Все проекты, которые мы начали, ЭП-600, это этилен на 600 тысяч тонн. Проекты по синтезу, все они идут по энергетике, все обязательства они выполняют. Хорошо работает завод удобрений. Планирует дальше расширяться. Значит, здесь инвестор Тарасенко. Аммиак, да, аммиак. Они 1 миллион с лишним тонн уже делают, хотят выйти на 3 миллиона. Газ есть. Большие проекты по экологии, были и ваши замечания на последней встрече, но мы за 20 с лишним лет сократили объем, почти у нас вырос валовый продукт 3 раза, количество выбросов на 20%, количество сбросов на 60% почти процентов. Идет большая работа по модернизации биологически очистных сооружений. И очень много идет работы по Казани. И строится мусороперерабатывающий комплекс, завод тоже вместе с Ростеком строим. Несколько десятков. КамАЗ, конечно, 42 тысячи машин, 43 даже. К5 запустим в первом квартале. Там по комплектующим были вопросы, эти вопросы решаются. Значит, Форд ушел, вместо Форда Солидж запускает легкий коммерческий автомобиль. Авиационный завод, значит, задача была 10-214. Гордость Татарстана. Да, большая работа, потом я вам презентацию дам. Казанский вертолетный завод, хорошие нам обороты набирать, 106 вертолетов. Судостроительный завод, очень неплохо, Хайер работает, и холодильники, и телевизоры. И дальше идет строительство новых. Завод по штамповочным изделиям и умный завод строит. Примерно где-то $1 миллиард они уже инвестировали. Но по оборонно-промышленному комплексу все задачи, связанные с оборонзаказом, в графиках, работа идет. Энергетический комплекс идет, большая модернизация. На 1,2 гигаватта уже нарастим. Газификация. Да, спасибо. У нас она и так была высокой, но до газификации, благодаря вашей программе, значит, все идет по графику. 12 тысяч домовладений. По селу неплохо сработали. Рост 15%, зерна более 5 миллионов, сахарное свекло 1 800 000, картофель, мясо. По всем позициям идет нормально. Очень серьезно работаем в сфере IT. Новые 50 тысяч квадратных метров еще в городе, в центре города построили IT-парк новый. Вы всегда уделяли этому большое значение. Но вы тоже много внимания цифровизации обращаете. Учителя может 24 тысячи ноутбуков. Мы один раз уже вручили сейчас. Это второй поток. Нам где-то 45 тысяч ноутбуков надо обеспечить всех учителей.
Значит, проекты, связанные с Иннополисом, новый завод ICL, который будет делать материнские платы и компоненты, тоже строится. Хорошо работает вот особая зона Лабуга, где как раз вот и Солерс, где и Аурус, значит, Химград, вот наши площадки. Вот наши площадки, они дают почти 10% объема промышленной продукции. 2100 резидентов на наших вот этих площадках. Кипман, индустриальный парк «Мастер». Значит, 1,5 миллиона квадратных метров производственно-складских помещений. 1,5 миллиона. Значит, почти 11,5 тысяч человек работает. И, конечно же, вот на всех этих объектах у нас где-то выручка под 515 миллиардов. По моногородам проекты идут. Национальные проекты, все вот по плану, все намеченные задачи выполняем. Значит, инвестиции в социальную инфраструктуру 112 миллиардов. Из них 4156 объектов. Это ремонт, капитальная реконструкция и новое строительство. Программа переселения граждан очень нужная программа. Она тоже продолжается. Все по графику идет. 841 человек мы уже практически переселили. Обеспечение жильем многодетных, обеспечение детей-сирот. Каждый год вот 600 детей-сирот получают бесплатно квартиры. Очередь большая? Очередь, я думаю, уже небольшая. Где-то у нас 2 года, и мы закроемся. Молодые семьи, значит, программа жилищных сертификатов, они очень востребованы, мы их держим на контроле. Вот большая программа «Наш двор». 1212 дворов. По всей стране идет хорошо. Да, мы ее ведем. Значит, комфортная среда тоже, вот, общественное пространство у нас, работа тоже. Вот ремонт многоквартирного, 753 многоквартирного дома на 6,5 миллиардов. Помогаем садовым огородческим товариществам, обеспечение водой, очистные. Вот у нас 44 программы, по всем этим программам, вот коротко я вот написал, там сколько, какие программы. Природоохранные мероприятия, вот, капитальный ремонт школ, медицинских объектов. Вот здесь все эти объекты коротко представлены. Вот 9 школ на 7200 мест. Продолжается строительство школ, капитальный ремонт объектов здравоохранения. То есть по всем направлениям мы системно вот эту работу, и первичное звено, и спортивные объекты. В каждом районе стараемся сейчас вот это футбольные манежи делать, чтобы немножко футбол подтянуть. И еще хотел бы доложить коротко про дорожные работы, потому что благодаря вот вашей... Одна из проблем в республике, да? Нет никаких проблем. Нет? Посмотрел настроение людей. Вот. Нет, это же люди правильно от нас ждут. Значит, если сделал, значит, не все еще сделал, надо еще лучше работать. Да. Вот смотрите. Большое спасибо за М-12. 100 миллиардов освоения. 7-8 участок у нас, вот 100 миллиардов. Кроме этого, идем на Екатеринбург, обход Нижнекамск и Челнов. Большая работа. Да. 2 моста у нас строятся. Через Волгу и через Кам. Никогда даже в советские, самое это время таких вещей не было. Плюс строим дорогу, частное государственное партнерство в Альметьевск. Тоже вот инвестиционные кредиты, большое спасибо. И сами мы тоже вкладываемся, только вот республиканская часть 67 миллиардов. Федеральные дороги 126 миллиардов. Это огромные деньги, конечно. Дороги, мосты. Все идет по плану, по графику. Мараш Крижанович жестко контролирует. И по всем нашим, все программные объекты, и, значит, проект безопасные качественные дороги, все эти проекты
реализуется. Да, разница большая между тем, что было и становится. Нет, ну, поэтому люди ждут, а почему, значит, там есть, а у нас там щебенка, а не асфальт или еще. Это нормально. Хотел несколько слов сказать стратегическую группу, которую по вашему поручению возглавляю. Вот 36 российских, 34 иностранных члена. Мы провели 7 заседаний с 2015 года. Последнее заседание было в Джидде. Ваши приветствия, приветствия короля. Очень хорошо там они нам все организовали. Россия, исламский мир, да? Да. И, конечно же, вот 1100-летие вам большое спасибо. Следующая наша поездка мы в Малайзии. Вот в 2003 году вы, значит, выступили там, и вот здесь есть... Да, мы стали наблюдателями в этой организации. Есть ваше поручение, чтобы этот Казань-саммит стал на федеральном уровне. Ну и Казань в прошлом году молодежная столица ОИС, организация. Все мероприятия, вот, более 70 стран представители приняли участие. Практически все страны организации исламского сотрудничества принимали участие. Ну и, конечно же, вот, работа по ЮНЕСКО. Ментий Вершевич у нас активно в этом. Хорошо. Да. Ну, Давайте по ряду конкретных вопросов. По конкретным вопросам.